Бзиа Хатырску Апсны Карра Хадан, Апыза-министр, депутатша, Айла Шавера Яла Хузиги. Яхепи Хайла Баран, Азгуб, Апа Акала Кехада, Ислам Федори Паешба, Иес Фумездрим, и Хасаба Баран, Азызила Алла Шавера. Дорогие друзья, город Сухум, столица нашей страны, территория ее 27 квадратных километров, протяженность набережной порядка 20 километров, население, которое живет в городе по переписи на 2011 год 63 тысячи человек. С учетом прошедшего времени мы прогнозируем, ну и специалисты, которые могут комментировать эти темы, говорят, что у нас порядка 75 тысяч в городе. Если говорить о трудоспособном населении, то у нас по данным статистики порядка 38,5 тысяч. Перейду к общим цифрам, которые говорят, каким потенциалом обладает город. Начну с самой активной части студентов. Их у нас с вами 3121 человек, школьников 8713, детей в дошкольных учреждениях, это детские сады, 1997, пенсионеров у нас с вами 11 366 человек, из которых 8568 получают в том числе российскую пенсию. Всего занятых по городу Сухум, если брать цифры, значит, у нас 19 971 человек, что приблизительно составляет 52% от трудоспособного населения. Это та цифра, которую я назвал ранее, 38,5 тысяч. Но здесь не учитываются индивидуальные предприниматели. Если мы берем цифру, еще добавляем 3826, то у нас с вами выйдет занятых населения, трудоспособного населения 62%. Для выполнения своих задач администрация города Сухум предпринимает определенные меры. В свое время, в 2020 году, давая первый комментарий, я говорил о том, что, имея определенный опыт работы в правительстве и так далее, что нам нужно будет пройти некое реформирование структуры администрации, так как те юридические лица и структуры, которые были созданы в административных органах наших местных, разумеется, да, они не совсем, или, скажем, в некотором смысле противоречили действующему законодательству, которое потом реформировалось, принимались дополнительные нормативные документы, поэтому мы большей частью провели реформирование. Управления, которые были зарегистрированы как управление Министерства юстиции, они практически все ликвидированы. Зарегистрированы муниципальные учреждения, как этого требует законодательство наше, и буквально несколько у нас структур осталось, которые переходят из управления в муниципальные учреждения. Бюджет города Сухум на 2022 год был принят в размере 1 миллиарда 178 миллионов рублей. Ввиду того, что первые 5 месяцев поступления в бюджет они были с превышением, не постесняюсь этого, хотя сезон считается для бюджетного законодательства и для формирования бюджетных показателей слабым, такое межсезонье, да, первая декада особенно наступающего года, поэтому мы переходящий остаток 2021 года сохранили в размере 117 миллионов рублей, чтобы выполнить наверняка все обязательства 2022 года, особенно что касается первого квартала. В результате работы за первые 5 месяцев. Почему? Потому что я поставлю акцент на 5 месяцев, потому что в июне мы вышли с предложением в городское собрание о пересмотре бюджетных показателей, так как увидели, что мы идем с опережением, что платежи ежемесячно мы выполняем, имеется в виду доходную часть, выполняем по пополняемости бюджета, поэтому смело вышли с предложением в городское собрание изменить бюджетные показатели по расходной части с увеличением от принятого бюджета на 1 миллиард 460 миллионов. То есть разница у нас выходит 264 миллиона. Доходная часть 1,178 я сказал, потом там были небольшие изменения в размере 20 миллионов рублей, это те дотации, которые приходят в виде зарплат. Да? Вот. В общем, разница между принятым бюджетом по доходной части и расходной части в качестве дефицита
264 миллиона рублей взятых обязательств. Эти цифры были приняты городским собранием, согласованы с Министерством финансов. Надеюсь, когда будет сессия парламента, я думаю, что мы сможем и там защитить эти цифры. Возникает, конечно, вопрос, 264 миллиона расходной части, наверное, как-то надо брать откуда-то эти деньги и так далее. Даю пояснение. Это 117 миллионов остаток переходящих средств 2021 года, 92 миллиона 200 тысяч – это та дотация, которая идет социальному блоку за счет средств Российской Федерации, 39 миллионов 50 тысяч, я по этой цифре потом отдельно остановлюсь, это выделенные средства из резервного фонда президента. Я их расшифрую, просто хочу пока цифры перечислить. Так? Ну и 2 миллиона рублей выделена также дополнительная помощь Кабинета министров. Тоже потом скажу, для чего это было сделано. 3,5 миллиона на реконструкцию парка была отдельной строкой принята депутатами парламента в новом районе. Тоже могу потом откомментировать. И 10 миллионов, всего 10 миллионов рублей на помощь городу на тот случай, когда у нас будут, если там разрывы или там мы не сможем выполнять данные обязательства. Значит, 39 миллионов 50 тысяч рублей из резервного фонда президента было направлено на помощь гражданам, которые пострадали в результате стихийных бедствий летом 2021 года. Эта помощь попала к 302 гражданам. Данная помощь, она продолжает поступать. Доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2002 года выполнена на 113%. При плане 571 миллион 471 тысяча рублей поступило 645 миллионов 590 тысяч рублей, что на 74 миллиона больше плана за первое полугодие. Из них при плане собственных доходов 495 миллионов 468 тысяч рублей поступило 570 миллионов 752 тысячи рублей, что составляет 115% от плана первого полугодия. Межбюджетные трансферы из республиканского бюджета в виде субсидий поступили в размере 29 миллионов рублей. Это как раз та цифра, о которой я говорил ранее, которая идет в дополнение к зарплатам социальному блоку. Сравнительный анализ поступлений собственных доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показывает, что в бюджет города поступило на 78 миллионов рублей больше, динамика роста 116%. Это по отношению к прошлому году. По поступлениям по видам налогов. Спецналог 107,3%, патентный налог 142%, налоги на имущество 107,9%, налог на прибыль 120%, подоходный налог 117%, земельный налог 118%, и акцизы 82%, но это та цифра, которая постоянно колеблется. Мы уверены, что к концу года она выйдет уже за 100%. Есть тревожная цифра, она нас преследует уже все это время. Значит, это общая сумма задолженностей по всем видам налогов за все периоды по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 564 миллиона 137 тысяч рублей. В том числе 51 миллион юридические лица, которые фактически не прошли перерегистрацию в Министерстве юстиции, то есть они или брошены, или ликвидированы и так далее. Вот. И 424 миллиона – это действующие юридические лица. Такая же история у нас с индивидуальными предпринимателями, те, которые уже не прошли перерегистрацию, задолженность у них 13 миллионов, и те, которые действующие, 75 миллионов. Эти цифры за все периоды всех годов. Администрация города совместно с городской налоговой службой в постоянном режиме проводит работу по взысканию задолженности. Тенденций по формированию действующих задолженностей практически нет. Они в течение года есть периодность платежей, налогов на землю и других, когда уже налоговая в принципе наизусть знает, если в первом полугодии кто-то не заплатил, то он обязательно во втором полугодии это закрывает и так далее. То есть поэтому, если по истечению срока годовой отчетности, в принципе, у нас по текущей работе задолженности нет. Это задолженности и цифры, которые говорят о перевыполнении, это как раз таки помимо товарооборотов и так далее, есть постоянные цифры, налоги на землю там, и так далее, которые это как раз таки идет частичное невозмещение тех задолженностей, которые...
Расходная часть бюджета за первый полгодие 2002 года выполнена на 85,4%. При плане 687 миллионов 450 тысяч рублей профинансировано 587 миллионов 298. Значит, аппарат администрации профинансирован на 73%, Сухумское городское собрание профинансировано на 71%, здравоохранение профинансировано на 76,5%, образование на 86,1%, культура на 89,5%, соцобеспечение на 88%, управление финансов на 90%, контрольно-ревизионное управление на 67%, резервный фонд главы администрации города использован на 90%, профинансирована молодежь и спорт, наше муниципальное учреждение, на 67,9%, санитарно-эпидемиологическая станция на 68,3%, все управы, которые получают от нас бюджетные средства, профинансированы, их 5, они профинансированы на сегодняшний день в размере 78%. Городское строительное наше управление, так скажу, горстройпроект, профинансирован на 89,7%. Есть предприятие еще у нас горсервис, который профинансирован на 92,4%. Из резервного фонда главы администрации города Сухум израсходовано по подразделениям в помощь предприятиям МУП благоустройства 8 миллионов 407 тысяч рублей. Деньги были выделены на приобретение однолетних растений 3,1 миллиона рублей, 1,8 миллионов рублей. Мы приобрели новые контейнеры, если кто-то их заметил, они такие зелененькие появились в городе, пластиковые. Вроде почему не рискнули больше покупать, хотели посмотреть, как они у нас будут работать в обороте, потому что до этого у нас металлические были, все знаете, там есть свои проблемы. Вроде показали себя хорошо, поэтому мы думаем, что перспективно будем еще их приобретать. 2,1 миллиона помощь этому же предприятию в виде запчастей, остаток там 500 тысяч рублей, мы приобретали технику, была задолженность, мы ее закрыли. 2 миллиона 350 тысяч рублей было выделено водоканалу на покупку 10 погружных насосов, 117 тысяч рублей на выполнение небольших работ нашему Сухумскому управлению электросетей, 673 500 рублей городскому АТП, из которых 500 тысяч на топливо и 173 на запчасти, 654 тысячи троллейбусного управления на покупку шин. Сейчас как расходовался резервный фонд главы администрации. Сторонним организациям в виде материальной помощи оказано Управлению внутренних дел города Сухум 400 тысяч рублей. Союзу ветеранов Великой Отечественной войны 41-45 год, это 9 мая, мы их каждый год выделяем средства для того, чтобы мы не забывали, и они тоже понимали, что о них заботятся. 320 тысяч рублей было потрачено. Союз писателей 18 320, благотворительный фонд «Надежда». Это тот фонд, которому мы помогли, построили питомник для собак. Теперь еще, и получается, надо будет их подпитывать периодически. За данный период мы выделили 200 тысяч рублей, покупка кормов, и другие расходы, которые необходимы для этого предприятия. Матерей Абхазии за мир 150 тысяч рублей, благотворительная поставка в ДНР и ЛНР на сумму 2 миллиона 170 тысяч рублей, футбольной команде Юнити 50 тысяч рублей, Паралимпийскому комитету 25 тысяч рублей, детский ансамбль Яйрума 25 тысяч рублей, Союз художников 95 тысяч рублей, материальная помощь физическим лицам. И вот эта помощь за полгода была оказана 248 заявителям на сумму 3 миллиона 586 тысяч рублей. Общая сумма расходов по резервному фонду главы администрации вышла в сумме 19 миллионов 790 тысяч рублей. Согласно индикативного плана на 2022 год товарооборот планировался по городу Сухум. Не планировался почему? Это действующий индикативный план, который попал во все показатели. 33 миллиарда 22 миллиона 483 тысячи рублей. По факту за 6 месяцев 2022 года при плане 13 миллиардов рублей товарооборот по городу Сухум составил 15 миллиардов 789, что составило 120%. Инвестиционная программа, которая по городу Сухум проходила с 2020 по 2022 год. В рамках реализации этой инвестиционной программы я перечислил мероприятия и сумму, на которую были произведены работы. Магистральный водовод
с Ишерской насосной станции до резервуара на Дагестанской. Это напорный трубопровод, по которому идет подача воды в город. У нас, чтобы вы понимали, 7 резервуаров по городу, значит, стоят в верхней части города Сухум, которые создают давление для того, чтобы в городе должны создавать давление, я сейчас оговорюсь, вот, ну, потому что не все работает так, как хочется, но, во всяком случае, трубопровод мы отремонтировали, и не один. Значит, работы выполнены практически на 100%, остался ямочный ремонт, там, где проходили трубы, заасфальтировать. Ну, это незначительные работы, которые, по-моему, там в ближайшие дни прям заканчиваются. Магистральный водовод второй, который Ишерский, тоже из Ишера он идет, из Ишерской насосной станции, город Сухум, до стыка на улице Гуля. Да, я не сказал, первая стоимость работ 144 миллиона, буду называть без хвостов, вторая, значит, работа 150 миллионов рублей. Эти работы выполнены, они начаты там, чуть ранее, там, 2020 года, и вот они уже выполнены. У них были сроки, они в эти сроки, можно сказать, уложились. Ливневая канализация по улице Абазинская. Также выполнена на сумму 27 миллионов рублей. Ливневая канализация по улице Гуля выполнена на, значит, тоже 100%, 19 миллионов рублей. Ливневая канализация по улице Джонова 39 миллионов. Непростая работа была. Улицу Джонова все хорошо знают. Выполнена на 100%. Также выполнены по этим улицам, значит, ремонт водопровода и канализации на сумму 16 миллионов 999 тысяч рублей. Ремонт водопровода и канализации по улице Абазинская. Теперь она полностью отремонтирована в том плане, что от улицы Арзамба вверх была замена, и оставался участок до нашей Сухумской крепости. Там, в принципе, все коммуникации то также заменены. Ремонт водопровода по улице, значит, Гумская 9 миллионов 341 тысяча рублей. Также теперь про асфальтирование. Понятно, что всем хотелось, чтобы это было быстро, ввиду разных причин, объективных, субъективных и так далее. Признаю, что мы, в том числе город, может быть, где-то, ну, может быть, не доработали, но, во всяком случае, зима и осень, зима и весна погодами нас не баловала. Ребят, которые занимаются строительными вопросами и асфальтированием, там тоже было немало проблем, в том плане, что пока грунт не готов к асфальтированию, были некоторые задержки, затяжки и так далее. В всяком случае, сегодня улица Абазинская по асфальтированию выполнена на 100%, асфальтирование по улице Гуля выполнено на 100%, остались работы там нескольких кварталов по плитке. Значит, эти работы не были запланированы сразу. Удалось сэкономить. Управление капитального строительства нам как раз подсказало, там, где есть экономия, давайте. И мы это мероприятие, буквально там несколько кварталов плитки, вот сейчас оно выкладывается, если вы обратите внимание, по улице Гуля. Такая же история по улице Джонова. Значит, там тоже есть экономия, и там тоже будет несколько кварталов выложены тротуарной плиткой. По судьбе тротуаров отдельно скажу чуть позже. Значит, по улице Джонова идет укладка второго слоя, там процентов на 90 работы выполнены. Но думаю, что до конца месяца все это дело уже будет завершено. Капитальный ремонт подстанции Сухум на сумму 21 миллион выполнено. Противопаводка мероприятия по реке Басла, это были ранние мероприятия 2020 года, они тоже также выполнены. Это, чтобы вы понимали, было до того, пока было стихийное бедствие. После этого мы туда включились, еще были дополнительные средства за счет города потрачены, и сегодня тоже мы планируем их. Итого, по городу Сухум по инвестиционной программе 2020-2022 было направлено 580 миллионов рублей. Хочу обрадовать наших горожан и вас, уважаемые господа, что программа 2023-2025 подразумевает направление в город Сухум порядка 745 миллионов рублей. Это самая большая цифра, которая в город Сухум направлялась за все время. 580, теперь 700, может быть, дальше в перспективе будет больше, будем надеяться. Вот, будет ряд мероприятий реализовано, несколько улиц, по улицам Абазинская, Гуля и Джонова. Значит, тротуары будут приведены в порядок, это заложено на 2023. К великому сожалению, для того, чтобы увеличить производство, занятость, налоговую базу, таких проектов реализованных или начатых у нас по городу нет.
Идут они в основном строительные, это строительство гостиниц, жилищных кооперативов и так далее. Я их сейчас перечислю. Гостиница «Ривьера» по улице Акиртава, объем инвестиций 300 миллионов рублей, 85% готовности. Гостиница улица Читанава. Знаете, введен в эксплуатацию новый отель напротив Леона. Слава Богу, все хорошо. Там объем инвестиций порядка 200 миллионов рублей. Торговый центр на Красном мосту. Объем инвестиций более 500 миллионов рублей. Работы выполнены на 60%. Жилой комплекс «Апрам» по улице Воронова. Там готовность более 90%. Тоже до конца года они, наверное, уже сдадут его. ЖСК «Акватория» по улице Читанава. Объем инвестиций порядка 250 миллионов рублей. Там готовность порядка 75%. ЖСК «Лайтхаус» по улице Адлиба, там только-только, в прошлом году получили документы, уже вырыли котлован, работы ведутся, там пока только начаты работы. Объем инвестиций планируем в этом реализованных, если мы говорим о вводе в эксплуатацию и те, которые на стадии реализации, 1 миллиард 730 миллионов рублей. Перейду к социальному блоку. Бюджет управления здравоохранения у нас 210 миллионов 980 тысяч рублей. Как вы знаете, у нас по городу 7 подразделений. Это городская клиническая больница, инфекционная, известная всем, уже ввиду пандемии, наверное, да. Глазная, поликлиника 1, 2, 7 подразделений. Трудятся у нас 823 человека, из которых старший медперсонал, врачи 186 человек, у которых средняя заработная плата 22 300 рублей. Средний медперсонал 327 человек, у которых средняя заработная плата 16 тысяч. Младший медперсонал 109 человек, заработная плата средняя 10 тысяч рублей. Прочий медперсонал 201, средняя заработная плата 9 тысяч рублей. Аппарат управления 27 человек, 14 из которых это у нас аппарат управление и 13 бухгалтерия. Средняя заработная плата в аппарате 7,2 тысячи рублей. И у бухгалтерии, это когда-то было повышение для отдельных работников бухгалтерии, 11,8 тысяч рублей. Управление социального обеспечения. Там прошла реформа. Теперь это муниципальное учреждение, расчетный центр, который занимается подсчетом и выведением, во-первых, утверждением данного пенсионера, подлежит ему эти выплаты, нет. Пенсионеров у нас по городу, я как говорил, 11 366 человек, из которых 2789 получают только абхазскую пенсию, и 8568 человек получают и российскую, и абхазскую пенсию. У нас есть дополнительные городские выплаты, которые, я так понимаю, практикуются только в городе. Они не такие существенные, но мы будем, наверное, к концу года выходить с предложением об увеличении этих выплат. Сейчас я их перечислю. Круглые сироты, их у нас 12 человек, зарегистрированных, прошедших, как говорится, проверку и так далее. Мы выплачиваем им по 1000 рублей в месяц. Многодетные семьи, их 811 человек, выплата производится от 400 до 700 рублей. Начинается выплата от 3 детей и выше. Одинокие матери, 258 человек, которым выплата производится в размере 1000 рублей. Уход за инвалидом первой группы с детства, 187 человек, выплата производится по 1000 рублей в месяц. Уход за инвалидом с детства до 16 лет, 140 человек, выплата производится по 1000 рублей. Рождение ребенка по городу Сухум, если родители прописаны в городе Сухум или один из родителей прописан в городе Сухум, производится выплата в размере единовременная 5000 рублей. Таких детей у нас на 1 июля рождены 104, и выплата произвелась в размере 5000 рублей на сумму 520 тысяч рублей. Общая выплата пособий из городского бюджета за 6 месяцев составила 10 миллионов 462 тысячи рублей. Что касается образования, школу образовательных у нас 15 в городе, одна вспомогательная, одна очно-заочная, спортшкола ДЮСШ и центр кружковой работы. Школьников, как я уже обозначал, у нас 8713, учителей 735, средняя заработная плата 17 тысяч рублей, прочий техперсонал 417 человек, средняя заработная плата 17,4 тысячи рублей,
Аппарат управления 40 человек, средняя заработная плата 8,3 тысячи рублей, у бухгалтерии 17,8. Я повторяю. Дошкольных учреждений, детских садов у нас 13, детей 1997, воспитателей 188, средняя заработная плата 22 тысячи рублей, прочий техперсонал 283 человека, средняя заработная плата 17,4 тысячи рублей. По поводу мигрантов, 1380 человек, вы сказали, что у нас зарегистрировано. Это трудовые мигранты? Да. Это люди, которые у нас работают? Да? Которые у нас работают в городе, не имеется в виду не в администрации города, которые получили документы на право работы по данным миграционной. И какая у них средняя заработная плата у трудовых мигрантов? Ну, учитывая, что они в основном, я уже когда оговаривался, до этого идут на работу, где физический труд, да, она у нас высокооплачиваемая вообще в городе, я могу по администрации города сказать, это как минимум 25 тысяч рублей, а как максимум 50-60 тысяч рублей. Ну, средняя 1030. 1030, да. Это при том, что у нас очень высокий уровень безработицы. Только в городе 1300 трудовых мигрантов с заработной платой 30 тысяч рублей. Надо нам подумать, почему у нас так получается. По поводу нашей горы Фуникулер. Можно ли привести ее в порядок, укрепить со всеми правилами, нормами строительства и сохранить памятники архитектуры, арку, пантеон, и восстановить парковую зону, и все-таки, чтобы люди гуляли. Сегодня очень популярно это место, очень много людей туда поднимается, оно в очень плачевном состоянии. Тут силами города невозможно вытянуть. Понятно, что мы хотели бы, чтобы одно из культовых мест нашей столицы было проведено в порядок. Но пока вот сказать, что там, в ближайшие 2 года мы можем сделать все, что там было, я думаю, что это будет безответственно делать такое заявление. Но если вы обратили внимание, мы с этой горы и начали. Ваш мэр только что проинформировал о том, что башни будут подсвечиваться. Потихонечку, конечно, будем приводить в порядок все, но нужны деньги. Все упирается, к сожалению, в наши возможности. И мы пытаемся в приоритетном порядке как-то эти небольшие деньги использовать. Поэтому конкретные сроки я вам назвать не смогу. На сегодняшний день насколько мы зависим от Российской Федерации по выплатам зарплат и пенсий? Сегодня нам без финансовой российской помощи сложно будет обойтись. Я уже неоднократно на этот вопрос отвечал. Вот я сделал небольшой список тех предприятий, которые работали в советское время в городе Сухум. Там, где люди были заняты, откуда поступали налоги. Вот отель Абхазия, отель Сухум, завод Сухумприбор, ЗАКВО, ЦУМ, железнодорожное предприятие, строительные тресты, городской холодильник, кондитерская фабрика, сувенирная фабрика, молочный завод, МВО, ПВО, завод газовой аппаратуры. Все это было, работало, сейчас это не работает. И, соответственно, наши экономические возможности именно такие. Они очень слабые. И наш стратегический союзник нам в этих вопросах помогает. Наш государственный бюджет формируется, доходная часть государственного бюджета, 50 на 50%. Часть формируем мы, столько же это поддержка Российской Федерации. Совершенно другая картина по пенсиям. Там поддержка Российской Федерации, она доминирует. 300 миллионов российская пенсия, это около 4 миллиардов рублей в год. А наш пенсионный фонд Миллиард 200, и то с дотациями. И то с дотацией. Вот такая картина. Поэтому поддержка Российской Федерации, она очень важна. При этом мы понимаем, что вот заработные платы, хотелось бы, чтобы они были совершенно другие. У нас есть такие намерения, такие планы вместе с руководством Российской Федерации. К 2025 году мы должны выйти на определенный уровень заработных плат. 34-35 к 2025 году. Вот такие целевые показатели, к которым, значит, мы должны прийти. И эту помощь нам будет оказывать пока Российская Федерация. А для того, чтобы ситуация выпрямилась, нам необходимо восстанавливать наши предприятия, наши заводы, наши фабрики, наши отели. У нас были предприятия, вокруг которых образовывались целые города.
Сухумский физико-технический институт, поселок Агудзера, курорт Пицунда, поселок Пицунда, Дранда, аэропорт города Сухум. Но вот по такому пути, если мы не будем реализовывать в Абхазии крупные проекты, экономика не будет развиваться динамично. Люди живут сегодня, сейчас, здесь и хотят, чтобы их жизнь менялась к лучшему, уровень жизни, чтобы повышался. Для этого необходимо предпринимать такие масштабные шаги. Самостоятельно мы тоже не можем. Мы можем рассчитывать, та помощь, которая оказывается, вы ее знаете, этого мало. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Нам необходимо привлечь в страну инвестиции, частный капитал. Частный капитал в состоянии создавать рабочие места. Частный капитал платит такие же налоги, как предприятия государственной собственности. А крупные игроки, они в этом смысле еще более ответственны. Самый крупный налогоплательщик сегодня в Абхазии – это компания «Роснефть». По итогам прошлого года эта компания заплатила около 500 миллионов рублей в бюджеты разных уровней. Вот в первую десятку компаний крупных налогоплательщиков из 10, кто входит в первый список, вот этот, 9 компаний там, где присутствуют российские инвестиции. Причем они не просто присутствуют, а доминируют. Вот такая история. Этот опыт у нас есть, и мы должны будем ее продолжить. А что такое рабочие места, новые рабочие места? Это умение после этого решать социальные проблемы. У нас вот 7 учреждений здравоохранения в городе. Но специалисты здесь сидят, понимают, что этого мало. Детских садов нам не хватает, этого мало, должно быть больше. Объектов культуры должно быть больше. Вот вопрос, который вы задали, восстановление Сухумской горы, культового места, места исторического. В советское время, когда была большая, великая страна, эти вопросы решать было проще. И сейчас их надо решать. Но в этом смысле мы должны раскрыть свою экономику, мы должны интегрироваться с нашим союзником в экономических вопросах. Тогда будет быстрее, тогда будет совершенно другая картина. Хотелось бы очень компетентный ответ от главы государства, насколько военная безопасность российская, вернее нашего государства, Республики Абхазия, напрямую зависит от Российской Федерации. Есть некоторые аспекты, которые не должны быть озвучены публично. Вы можете быть уверены в том, что безопасность Республики Абхазия, в том числе военная, гарантирована вооруженными силами Республики Абхазия в неразрывной связи с вооруженными силами Российской Федерации. Мы не рассматриваем в этом плане нашу страну отдельно. Так же, как наш противник тоже себя не рассматривает отдельно. У него есть его союзники, и мы суммируем потенциал этих стран, потенциал противника, его союзников, потенциал Абхазии и нашего главного союзника. Вот пока мы в союзе, пока мы вместе, нам ничего не угрожает. Как говорят, только ленивый не осуждает вопрос Пицунской госдачи. Мне хотелось бы знать, если это решит положительно, допустим, какая целесообразность для Абхазии. Если это отрицательно, насколько повлияет наши взаимоотношения с Россией и в курсе ли всех этих событий президент России? Если можно, как решается этот вопрос? Я на этот вопрос отвечал неоднократно. Руководитель Российской Федерации в курсе. Более того, этот вопрос стоит на повестке дня более 10 лет. Были неоднократные обращения со стороны руководства России. Поэтому, когда некоторые товарищи говорят о том, что это выдуманная история, это неправда. Вы знаете, в моей практике я неделю назад впервые принимал верительные грамоты. Новый посол России в Абхазии. Я открыл текст письма президента России, президенту Абхазии. И он такой, скажем так, универсальный текст. Последний абзац. Уважаемый президент, то есть президент Абхазии,
просил бы вас верить тому, что будет говорить посол, и считать, что он говорит от имени президента России и правительства Российской Федерации. Поэтому этот документ называется «Верительная грамота». Неоднократно обращались по этому поводу к нам послы. Есть письмо посла Двинянина, где совершенно четко написано, что данный вопрос необходимо решить, что этот вопрос, который создает фон наших межгосударственных отношений. Это одна сторона данной проблемы. Другая сторона данной проблемы состоит в том, что любому руководителю Абхазии, тем, кто был, тому, кто есть, и тем, кто будет завтра, принципиально важно иметь возможность, частую возможность для общения с президентом России. Если соглашение не будет ратифицировано в силу разных причин, это создаст негативный фон, совершенно точно. Потому что так уж получилось, что у нас к российской стороне просьб значительно больше, чем у руководства России к нам. И проблем у нас значительно больше, которые мы решаем с их поддержкой. Присутствующие в этой аудитории и наши граждане все прекрасно понимают. Кому неизвестна история этого объекта? Этому объекту более 60 лет. 60 лет назад объект был огорожен. 60 лет тому назад объект получил статус режимной территории. 60 с чем-то лет тому назад. Там хотят что-то снести, что-то построить, там здание ветшало, бассейн там сломался, чаша треснула. Я был там 2 недели, проживал на этом объекте. Капитальный ремонт, строительство и так далее. Для того, чтобы использовать этот объект по назначению. Для меня как гражданина и президента Абхазии, польза этого соглашения очевидна. Она для меня очевидна. И я пытаюсь это до вас довести, мои уважаемые сограждане. Добавлю еще, уж точно могу сказать, что без этой дачи Российская Федерация точно сможет прожить. А вот нам без поддержки России будет очень сложно. Я руководствуюсь вот такими соображениями. Никто не собирается границы расширить. Абсолютно. Никто не собирается отдавать землю. Это неправда. Земля в аренде. Здания, сооружения, коммуникации, которые пришли в негодность. И то здание, сооружение, которое будет построено, чтобы было в собственности, в соответствии с законодательством России. Об этом идет речь. Ни больше, ни меньше.